Ангелы объясняют, что если вы досмотрите это видео до конца, то получите солидную сумму денег, поэтому постарайтесь не пропускать его. Бог советует: не переставайте молиться Богу, молитесь с верой и ясным умом. Господь воспринимает невысказанное и понимает необъяснимое, потому что любовь Его действует не через слова или мысли, а через сердце. Он думает, что станет лучше. Для нашего Бога в этом мире нет ничего слишком сложного, и нам полезно начать с идеи, что Бог может сделать больше, чем мы можем просить или себе представить. Доверься Ему. Бог показал мне, что мне не нужно беспокоиться о завтрашнем дне. Я выжил вчера, я жив и занят сегодня. С Божьей помощью я вижу завтрашний день и то, что оно может принести. Бог превратит вашу боль в радость. Ни один глаз не видел, ни одно ухо не слышало, и никакой разум не вообразил, что Бог приготовил для тебя и твоей семьи. Ведите Бог благ, чтобы получить Его. Бог говорит, что прошлое может разочаровывать и пугать многих из вас. Вы изменили свою жизнь и перестали жить жизнью, полной греха. Когда вы размышляете о том, кем вы были, спросите себя, почему вы хотите стереть эту часть себя. Это тяжело, но помните, что весь этот опыт формирует вас. Все они являются частью вашей истории. Я люблю тебя. Введите 222, если вы любите Бога. Бог может совершить ошибку и превратить ее в чудо. Бог заявляет: «Я по-прежнему буду благословлять тебя. Я по-прежнему буду благосклонно относиться к тебе. Я по-прежнему буду вести тебя туда, где тебе нужно быть. Не волнуйся, Бог наблюдает за тобой». Январь будет полон хороших новостей, ответов на молитвы, прорывов, чудес и благосклонности. Бог сделает что-то необычное именно для вас. Продолжай двигаться вперед. Эта неделя будет полна хороших новостей, исцелений, новых возможностей, благословений и полного выздоровления. Вы получите все благословения во имя свое. Вы преодолеете все препятствия, встающие на пути вашей судьбы. Ты победишь всех врагов, которые восстанут против тебя. Январь будет для вас важным и благословенным месяцем. Я завершу все, что начал в твоей жизни. Задержка превратится для тебя в чудо. В этом году я вложу новую песню в твое сердце. Я удивлю тебя своей добротой и благосклонностью. Ты будешь свидетелем того, как твои молитвы будут ответил. Посему говорю вам, все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка 11 часов 24 минуты. Напишите: «Иисус есть Господь», если вы верите в Бога. Иисус, Бог говорит с тобой сегодня. Следующая возможность, которая появится на твоем пути, поставит тебя в такое положение, когда тебе никогда не придется брать взаймы, просить или бороться за что-либо. Вы находитесь на пороге своего прорыва и своего самого большого возвращения. Каждый голос, говорящий против вас и вашей судьбы, замолчит. Бог хочет от вас, Он хочет твоих страхов, Он хочет твоей боли, Он хочет твоих сомнений, Он хочет твоего страха, Он хочет твоего сердца, Он любит тебя таким, какой ты есть. Это не прогонит вас, Он утешит и исцелит тебя. Он глубоко заботится о вас. Бог говорит вам сегодня, эта закрытая дверь была не отказом, а отклонением к чему-то большему и лучшему.
Я приведу в вашу жизнь людей, которые будут помогать вам, а не мешать вам. Они будут поощрять вас, а не осуждать. Они не являются частью вашего прошлого, поэтому они не будут вам постоянно напоминать. Не оглядывайтесь назад, у меня есть что-то великое в твоем будущем. Грядет перемена отдачи. Я заменю эту болезнь на здоровье. Я заменю это одиночество на дружеское общение. Я верну этого бунтующего ребенка обратно к цели. Я изменю тех, кто против тебя. Внезапно они будут за тебя. Мечта в реальность. Это день трансформации. Вы увидите горы, превращенные в мухи слона. То, что должно было остановить вас, отправит вас к месту назначения. Введите 111 для подтверждения. Я объявляю вам переход от ренты к владению, от долга к займу, от болезни к здоровью и от рабства к свободе. Я твердо верю и заявляю, что вы вступаете в новую главу. Все барьеры, мешающие вашему прогрессу, рушатся прямо сейчас. Происходят перемены, твердыни разрушаются и благословения высвобождаются. Стойкие заболевания исчезают. Вам суждено подняться выше, достичь своих стремлений и полностью реализовать свой потенциал. Повторите с убеждением, вы легко привлекаете изобилие. Я верю, что все, что не для меня, будет заменено большими благословениями. Любовь, возможности, благословения, открытые двери и чудеса всегда будут в изобилии. Я без особых усилий создаю для себя то, что мне подходит. Все мои пожелания доступны. У меня есть все, что мне нужно. Я обильно благословлен. Подтвердите эту истину. Не нужно беспокоиться. Вместо того, чтобы беспокоиться, принесите свои заботы к Богу через молитву и благодарение. Его мир, превосходящий всякое понимание, сохранит ваше сердце и разум во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Благо и бремя мое легко. Матфея 11:28-30. В самый мрачный час Иова, когда казалось, что надежда потеряна, Бог заверил его: «Он наполнит уста твои смехом и уста твои радостью». Иов 8:21. Радость уже на горизонте. Прорывы неизбежны. Исцеление уже в пути. Скоро будет акция. Бог вот-вот наполнит ваши уста смехом, ошеломит вас благодарностью и радостью. Сегодня Бог заверяет вас: двери возможностей откроются, долги будут погашены, счета будут оплачены, и ваше финансовое положение изменится. Напишите «Аминь» для подтверждения. Те, кто пытается вас сбить с толку, напуганы вашим потенциалом. Вместо того, чтобы участвовать в их негативе, сосредоточьтесь на Боге. Продолжайте добиваться своих благословений, сияйте еще ярче. Возможно, вы столкнулись со многими отказами и неудачами, но приготовьтесь, это приближается. Да, после выздоровления. Да, благословения. Да, чтобы прогрессировать. Бог собирается открыть двери, которые казались закрытыми. Это изменит сердце и изменит ситуацию в вашу пользу. Бог говорит, что человеку свойственно испытывать гнев, но грешить в гневе неправильно. Контролируйте свой гнев,
прощение и любовь. Я люблю тебя. Несмотря на всю боль, которую вам пришлось пережить, оставайтесь сильными. Не сдавайтесь. Ваш прорыв неизбежен. Бог заверяет вас сегодня. Великие благословения уже в пути благодаря вашей непоколебимой вере и настойчивости. Все вот-вот упадет. Тем, кто в последнее время чувствует себя оторванным от себя, наберитесь духа, все станет лучше. Горы сдвинулись. Отношения восстановятся. Удача вернется. Доверяйте и требуйте во имя Иисуса. Аминь. Произнесите это про себя. Небесный Отец, хотя я и не понимаю пути вперед, я доверяю Тебе. Даже если я не вижу пути, я знаю, что Ты проложишь его. Я верю, что Ты организуешь прорывы и возможности в этом время. Несмотря на то, что тьма окружает меня сейчас, я верю, что мое завтра близко. Во имя Иисуса. Аминь. Напишите «Аминь» и поделитесь с 5 друзьями, которые доверяют Богу. Я решаю здоровье, возможности трудоустройства и знакомства с подходящим для вас человеком. Все подходят идеально. Будьте готовы к сверхъестественным изменениям, чудесам, благословениям, исцелению и росту во всех аспектах вашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Вас ждет что-то монументальное. Не усложняйте задачу негативом или сомнениями. Сомнения и беспокойство лишь замедляют прогресс. Подчинитесь Божьему плану. 2024 год станет для вас годом прорыва. Каким бы ни был ваш следующий год, пусть он будет лучше предыдущего. Будьте готовы к новым возможностям, как духовным, так и финансовым. Ожидайте чудесных сюрпризов, ответов на молитвы, обильного здоровья и счастья для вас и ваших близких. Бог собирается удивить вас невыразимыми благословениями. Вы достаточно долго задерживались в этом месте, Святой Дух выводит вас на новый уровень. Ваш прорыв неизбежен. Все выделения противника отменяются. То, о чем вы молились, вот-вот проявится. Знайте, что Господь имеет в виду вас. Сегодня Бог использует вас для осуществления ваших мечтаний. Напишите эту книгу, отправьтесь в путешествие, пройдите прослушивание. Он с тобой, и ты добьешься успеха. Также рекомендуется подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы увидеть больше подобных видео. Спикер объясняет, что иногда жизнь закрывает двери, но это потому, что пришло время двигаться дальше, двигаться вперед. Это преподносится как положительный факт, поскольку зачастую мы движемся вперед только тогда, когда обстоятельства подталкивают нас в этом направлении. В трудные времена важно помнить, что проблемы или препятствия не означают неудачу в жизни. Подчеркните, что любое важное достижение требует усилий и настойчивости. Рекомендуется набраться терпения и оптимизма. Сообщение завершается приглашением прокомментировать «Я люблю тебя, Боже». Ты веришь в это? Бог изображается как существо, дающее надежду, несмотря на испытания, с которыми ему приходится сталкиваться. Говорят, что Он рядом с вами и готов помочь вам найти свет в конце туннеля. Будьте воодушевлены доверять Богу и Его надежде, зная, что Он направляет вас во всех обстоятельствах. Бог описывается как тот, кто может принести свет во тьму и новый рассвет в жизнь, которая может показаться застрявшей в ночи.
Важно отметить, что даже в моменты глубочайшего отчаяния, когда кажется, что все потеряно, Бог остается рядом, держа вас за руку и идя рядом с вами. Подчеркните, что у Бога есть сила обновить ваш разум и дать вам надежду, необходимую для жизни. Вам предлагается довериться Богу, понять, что Он всегда заботится о вас и что ваши надежды не напрасны. Бог представляет себя неизменным существом, которое никогда не терпит неудачу и не сдается, даже когда обстоятельства кажутся непреодолимыми. Далее в послании Бог описывается как целитель, который может восстановить не только тело, но также разум и дух. Примечательно, что Бог всегда готов обеспечить исцеление в жизни людей, независимо от проблем, с которыми они могут столкнуться. Вам предлагается выразить свое желание исцеления, и вам напоминают, что исцеление может не быть немедленным, но Бог всегда слышит молитвы и отвечает на них. Наконец, Бог представляет себя кормильцем, удовлетворяющим все потребности человека, не только материальные, но и эмоциональные и духовные. Подчеркните, что божественное провидение может проявиться самым неожиданным образом, и поощрите себя поверить в это божественное провидение, выразив свою любовь и одобрение словом «Аминь». Я Бог, предлагающий исцеление не только телу, но также разуму и духу. Если вы страдаете и несете бремя, которое кажется невыносимым, помните, что я здесь для облегчения и восстановления. Я могу исцелить самые глубокие раны. Те, которые никто не видит, которые ты прячешь глубоко в своем сердце. Впусти меня. Позволь мне принести тебе исцеление, в котором ты так нуждаешься. Объясни с верой: «Я люблю тебя, Боже». Если вы верите, оставьте «Аминь» в комментариях. Что касается любви, дети мои, поймите, что я Бог любви. Я вижу ваше сердце, ваше глубочайшее желание провести свою жизнь с кем поделиться, найти настоящую любовь и получить взаимность. Будьте уверены, что я работаю в вашу пользу, прокладывая путь к настоящей любви в вашей жизни. Не торопитесь, не сомневайтесь. Любовь придет в нужное время, в идеальное время. Когда дело доходит до отношений, я хочу, чтобы вы знали, что я здесь, чтобы укрепить вас. Настоящая любовь терпелива, добра и не держит обид. Позвольте мне руководить вашими отношениями. Позвольте мне быть центром. Со мной вы сможете преодолеть любые трудности. Преодолейте любое препятствие. Если вы действительно верите, скажите с убежденностью: «Я люблю тебя, Боже». Оставьте «Аминь» в комментариях. Помни, дитя мое, что тебя любят, что ты драгоценен, ты важен. Неважно, через что ты проходишь, какой бы трудной ни казалась жизнь. Я здесь. Я ваш Бог, Бог, который обеспечивает, исцеляет и любит. Поверьте мне, и вместе мы преодолеем. Дети мои, я хочу, чтобы вы знали, что я Бог изобилия и обеспечения. Как написано в послании к филиппийцам: «Бог мой восполнит все нужды ваши по богатству своему в славе через Христа Иисуса». Я понимаю ваше беспокойство по поводу денег, ваши сомнения и страхи. Я знаю, что финансы могут показаться трудными, обузой, постоянной проблемой. Источник стресса и беспокойства, но я хочу, чтобы вы знали, я здесь, чтобы принести вам облегчение и процветание. Если у вас есть вера, пусть ваша любовь к Богу будет услышана.
Если верите, напишите в комментариях «Аминь» для подтверждения. Скажи «Я люблю тебя, Боже». Если вы хотите послать эти благословения людям, которых вы любите, оставьте их имена в комментариях, и они немедленно ответят. Бог посылает чудеса, благословения и улучшения, чтобы вы могли процветать и достигать успеха во всех сферах своей жизни. Пусть это послание глубоко тронет ваше сердце, даст вам надежду, силу и обновит вашу веру. Надейся на Бога, ибо Он вечный Бог, радующийся, обильно благословляющий. Присоединяйтесь ко мне и объявите: «Боже, я отдаю Тебе все мои заботы, проблемы и неуверенность. Пожалуйста, дай мне силы, направляй меня и помоги мне ясно видеть вещи. Сегодня я открыт для получения изобилия любви, исцеления и хороших вещей. Принадлежат мне. Я верю в удивительное исцеление всей моей семьи и верю, что чудеса произойдут тогда, когда мы в них больше всего нуждаемся». Иисус заявляет, что грядет чудесное благословение, которое изменит вашу жизнь. Ваше финансовое положение скоро улучшится, и вы сможете без беспокойства оплатить свои долги и счета. Дорогое дитя, отдохни, потому что Бог уже работает для тебя. Он преобразит любую негативную ситуацию, благословив вас и ваших близких. В минуты боли не забывайте сохранять веру, ведь Бог рядом с вами. Чудеса придут, и ваша жизнь вскоре наладится. Бог любит вас безоговорочно и бесконечно, независимо от допущенных вами ошибок. Подобно тому, как пастырь заботится о своих овцах, Бог заботится о вас и приведет вас к мирным и радостным переживаниям. Помните, что у Бога есть сила сделать возможным то, что кажется невозможным, принести свет во тьму и исцелить ваши раны. Тем, кто испытывает финансовые трудности, знайте, что вас ждет невероятный успех. Деньги придут к вам легко, и вам не придется для этого усердно работать. Вы драгоценные дети Бога, и Он хочет обильно благословить вас. Господь заявляет: «Дорогие дети, июль и август – месяцы изобилия, благословений и возможностей для вас и вашей семьи. Бог благословит вас всем, чего вы пожелаете – работой, деньгами, машиной и многим другим. Бог закрывает старые двери и открывает новые. Вещи – это принесет благословение, которые изменят вашу жизнь. Ваше финансовое положение улучшится, и у вас будут лучшие финансы, отношения и здоровье, чем когда-либо прежде. Если вы недавно столкнулись с финансовыми проблемами и трудностями, повторяйте за мной: «Я ценю те деньги, которые у меня уже есть, и готов взять больше. Мой банковский баланс будет наполнен большим количеством денег, чем я могу себе представить. На этой неделе я дарю 10 миллионов долларов, которые решат все мои финансовые проблемы». Наберите 2121, чтобы подтвердить и поделиться этим видео. Бог тот, кто исцеляет, восстанавливает и спасает. Он укрепляет утомленных и дает надежду отчаявшимся. Страдаете ли вы физически, эмоционально или духовно, Бог может полностью вас восстановить. Он может исцелить все ваши раны и исцелить все ваши разбитые сердца. Просто попросите Его о помощи, и Он придет к вам. Дай Бог вам и вашей семье лучшей жизни. Он залечит все твои раны и превратит препятствия в неожиданные повороты. Поверьте Ему, Он никогда вас не подведет.
Ожидайте улучшения здоровья, работы, бизнеса, отношений и финансов на этой неделе. Бог пошлет чудо, которое избавит вас от всех забот. Будьте готовы получить бесчисленные благословения, которые принесут более широкую улыбку и лучшие финансовые результаты. Это ваше время восстановления, когда Бог вернет вам все, что враг отнял у вас, включая ваш мир, процветание и цель. Когда Бог рядом с тобой, всегда есть надежда на ближайшее будущее. Будьте готовы к обильным благословениям, большим улыбкам и финансовому прогрессу. Точно так же, как Бог сотворил мир всего за 6 дней, вы можете довериться Его силе, которая мгновенно изменит вашу жизнь. Удалите все, что вас угнетает, и превратите боль, борьбу и страдания в исцеление, мир и изобилие. Двери, которые откроются перед вами, приведут вас в место, где вам больше не придется сражаться, брать взаймы или просить милостыню. Брак вашей мечты осуществится не благодаря вашим усилиям, а благодаря благодати и любви вашего Небесного Отца. Вместо того, чтобы просить вас стараться изо всех сил, Бог хочет, чтобы вы больше доверяли Ему. Отказ от попыток доверять изменит вашу жизнь. Введите 2222, если верите в Бога. Дорогой Небесный Бог, я хочу выразить глубочайшую благодарность за все действия, которые Ты совершаешь в моей жизни, хотя я и не осознаю их. Спасибо за обеспечение нашей повседневной безопасности, за защиту моей семьи и за то, что даруете нам бесчисленные благословения. В трудные минуты я не боюсь, потому что знаю, что Ты рядом со мной. Я не испытываю страха в присутствии противников, потому что вы обязательно меня прогоните. Когда я сталкиваюсь с тьмой, меня не охватывает страх, потому что я понимаю, что Ты мой свет. Если вы тоже так думаете, ответьте 333. Иисус учит нас, что Бог заберет всю нашу боль, заботы и проблемы и заменит их здоровьем, которое никогда не подводит, счастьем и внутренним миром, превосходящим всякое понимание. Бог активно посылает чудеса, благословения и улучшения, предназначенные специально для каждого из нас. Его желание состоит в том, чтобы мы испытали изобилие и восстановление во многих сферах нашей жизни. Всегда помните, что мы полагаемся на Небесного Отца, который является нашим главным поставщиком. Он любит нас глубоко и желает нам только добра. Давайте доверять Ему и верить, что Он выполнит свои обещания. В нашей борьбе мы не одиноки, потому что Бог близок к нам, готовый дать нам силы и поддержку, когда мы в этом нуждаемся больше всего. Давайте помнить, что нас глубоко любят и очень ценят. Божественная рука восстанавливает утраченные возможности и выкупает время, принося в жизнь человека благословение изобилия, крепкого здоровья, радости и счастья. Человек обращается к Богу в поисках руководства и признания божественного присутствия, прося, чтобы его чувства были открыты для получения знаков от Бога и для переживания любви и мира, которые приходят от познания Бога. Молитва произносится во имя Иисуса. Аминь. Бог общается с этим человеком сегодня, до конца этого месяца. Бог обещает удивить вас обилием неограниченного богатства, здоровья и процветания. Если вы верите в Бога, поддержите это видео, поставив лайк. Оратор заявляет, что небеса не успокоятся, пока этот человек не будет полностью благословлен во имя Иисуса. Он решает, что все трудности и неудачи будут удалены из жизни этого человека.
Человека поощряют заново открыть для себя радость, обрести исцеление и процветание, веря, что это произойдет благодаря божественной благодати вашего Небесного Отца. Их просят написать 11 и 11, если они верят в Бога. Бог утверждает, что следующее благословение будет великим и что Он услышал ваши молитвы. Рекомендуется досмотреть видео до конца, чтобы получить неожиданные чудеса от Бога и поверить, что Его благость вскоре вас удивит. В послании подчеркивается, что Бог никогда не игнорирует ваши слезы, молитвы или боль, потому что Он видит, слышит и спасает человека. Этот человек вот-вот вступит в новую эпоху свободы, процветания, счастья и мужества. Им предлагается подготовиться к получению этих благословений во имя Иисуса и выразить свое согласие, написав «Аминь». Бог утверждает, что превращает боль человека в силу, а трудности в возможности. У Него есть замечательный план для вашей жизни, который принесет процветание, исцеление и облегчение стресса. Человеку говорят, что он скоро станет богатым, успешным, счастливым и здоровым. Она была выбрана для получения изменяющих жизнь благословений на следующие 12 часов. Бог говорит, что если вы переживаете трудные времена, не волнуйтесь, потому что Он услышит ваши молитвы и превратит ваши слезы в слезы радости. Самые важные отношения, которые вы можете развивать, это отношения с Иисусом Христом, потому что у Него есть сила исцелить ваше разбитое сердце и успокоить ваши самые глубокие раны. Когда Бог решит благословить вас, все обстоятельства будут работать в вашу пользу, независимо от того, что пытаются сделать другие. Будьте благодарны за то, что у вас уже есть, и будьте восприимчивы к благословениям, которые Он приготовил для вас. По милости Божией вы получите даже больше, чем представляете. Воодушевляйтесь чудесными планами, которые Он приготовил для вашей жизни, которые могут включать великие достижения, счастливый брак или значительные прорывы. Все невзгоды будут обращены вспять, и Он даст благословение и исцелит ваши раны. Пришло время вернуть все, что отнял у вас враг. Введите 12 и 12, чтобы получить его и поделиться этим сообщением с 5 людьми, которые верят в Бога. Дорогой, сын, ты был верен мне, и я тоже буду верен тебе. Поверьте мне, и вы увидите исполнение моих обещаний в своей жизни. Сегодня я посылаю ангелов позаботиться о ваших долгах и счетах. Они также защитят вашу семью от всякого вреда. Помните, что вы не одиноки, потому что я с вами на каждом этапе пути. Моя преданность будет подобна щиту, который защитит тебя от всего зла. Вы можете доверять мне, и я проведу вас в трудные времена и буду рядом, когда я вам понадоблюсь. Ты очень особенный для меня, и я очень тебя люблю. Помните, что ваши слова имеют огромную силу. Как христиане, вы призваны сражаться с врагом и его последователями Словом Божьим. Через молитву и провозглашение Божьих обещаний вы можете разрушить твердыни и одержать победу во имя Иисуса. Я прихожу к вам сегодня с благодарным сердцем, полным хвалы и молясь за эту новую неделю. Я благодарю Тебя за все, что я для Тебя сделал, и за то, что заботишься о Тебе с любовью. Я молюсь, чтобы моя сверхъестественная благодать удовлетворила все ваши нужды согласно моим обильным благословениям. Я хочу вам сказать, что эта неделя будет неделей большого прогресса, добра и изобилия. Так что не теряйте надежды.
Продолжайте молиться и верить в меня, и я найду решение, даже если оно кажется невозможным. Я понимаю, что многие из вас сталкиваются с проблемами со здоровьем, проблемами в отношениях и могут чувствовать себя подавленными стрессом или горем. Но знай, что я здесь, чтобы помочь тебе. Я могу исцелить тебя, поддержать тебя и принести тебе мир. Если вы доверитесь мне и последуете моему проводнику, путь, по которому вы пойдете, будет полон радости, невероятных впечатлений и чудесных моментов. Помни, я здесь для тебя, когда кажется, что вся надежда потеряна. Возьми меня за руку, и я покажу тебе путь. Будьте спокойны и знайте, что я Бог. Вместе мы сможем победить что угодно. Я благословляю тебя и держу тебя близко к сердцу. Я буду сиять перед тобой своим лицом и относиться к тебе по-доброму. Если вы хотите послать эти благословения людям, которых вы любите, оставьте их имена в комментариях, и они немедленно ответят. Бог говорит: «Я поднимаю тебя и даю тебе покой». Позволь мне быть твоим источником силы и утешения. Доверься мне, и я удалю из твоей жизни все заботы, страхи, нужды и страдания. Я наполню твое существование своим покоем. Любовь, процветание и благодать. Просто доверься мне. Итак, мои дорогие дети, верьте в меня. Поверьте, я способен на гораздо большее, чем ваше воображение. Если у вас есть вера, Бог говорит, что настало ваше время получить от меня обильные благословения. Сохраняйте веру и ожидайте чудес в своей жизни. Я люблю тебя и всегда буду с тобой. Если вы чувствуете себя потерянным и неуверенным, приходите ко мне за советом и мудростью. Я всегда буду направлять вас в правильном направлении. В ближайшие месяцы вы будете благословлены в своих отношениях и на своем духовном пути. Это мои подарки, подаренные с любовью и целью. Примите их и поблагодарите меня за заботу о вас. Доверьтесь мне, и я приведу вас к процветанию и изобилию. Сохраняйте веру в своем сердце, зная, что я всегда наблюдаю за вами. Доверьтесь мне, и я наставлю вас на путь добра и милосердия. Врачи, адвокаты и солдаты могут предложить временную помощь, но только я могу дать вечную жизнь. Всегда ищите меня, и я приведу вас к вечной радости и миру. Итак, дети мои, молитесь за меня и ищите моего руководства и защиты. Я здесь, готов услышать и ответить на ваш звонок. Держи меня близко к своему сердцу, и я защищу тебя от всякого вреда. Помните, я всегда с вами, наблюдаю и направляю вас на каждом этапе пути. Введите 333, если это то, что вам нужно. Господь говорит: «Я подобен любящему, всевидящему Отцу, который понимает твои самые сокровенные мысли и желания». Помните, что я дам вам силы, мудрость и возможности для успеха. Поэтому, когда вы добьетесь успеха, поблагодарите и признайте мою роль в том, чтобы быть рядом со мной, и я буду продолжать благословлять тебя, направлять тебя к цели твоей жизни. Дорогие мои дети, я хочу, чтобы вы любили тех, кто противостоит вам, и делали добро своим врагам. Это может показаться сложным, но это важно, если вы хотите прожить счастливую и полноценную жизнь. Если вы проявите доброту к своим врагам, это может заставить их пересмотреть свои действия и обратиться ко мне. Даже когда они любят своих врагов,
Они отражают характер Христа и становятся для меня ярким примером. Дорогие мои дети, сегодня я хочу приободрить вас. Возможно, вы столкнулись с трудностями, неудачами и разочарованиями. Вы можете плакать, страдать и недоумевать, почему все это происходит. Но я хочу, чтобы вы знали, что я Бог, несущий восстановление, освобождение и благословение. Я превращу твою печаль в радость, твою печаль в красоту и твою боль в счастье. Я сделаю это открыто, даже в присутствии тех, кто противостоит вам, чтобы вы поняли, что я ваш Бог, а вы мои любимые дети. Напишите «Да», если верите. Иисус говорит: «Верьте, что я обновлю вас и наполню благословениями, превосходящими ваши самые смелые мечты. Ваше будущее будет полно хороших вещей». В трудные времена Бог будет направлять и укреплять вас, чтобы вы могли преодолеть трудные испытания. Вскоре появится прекрасная возможность, и вы будете свидетелем одного чуда за другим, пока все ваши молитвы не будут услышаны. Независимо от ваших прошлых страданий и сомнений, я здесь, чтобы благословлять, восстанавливать и помогать, даже в присутствии ваших врагов. Я разорву все негативные круги в твоей жизни. Наступает новый сезон свободы, процветания и изобилия. Как твой Создатель, я буду заботиться о тебе до твоего последнего вздоха. Я твой образ и подобие, и я всегда буду рядом, чтобы помочь и спасти тебя. Это ваше время возвращения, когда все, что у вас было отобрано, будет восстановлено. Будьте готовы к большему количеству благословений, чем когда-либо прежде. У меня есть сила превратить ваши частные молитвы в публичные чудеса. Бог на вашей стороне, с какими бы трудностями вы ни столкнулись. Напишите «Бог со мной». Знайте, что Бог всегда поддерживает и направляет тех, кто находит радость в Нем. Даже если ты споткнешься, ты не упадешь, потому что Бог поддержит тебя. Будьте готовы к большему благополучию, улучшению здоровья и укреплению отношений. Полностью доверьтесь Богу и станьте свидетелем удивительных чудес, происходящих в вашей жизни. Заявляю, что на этой неделе любое негативное влияние будет преодолено, ваше здоровье улучшится, а финансы приумножатся. Если вы хотите послать эти благословения людям, которых вы любите, оставьте их имена в комментариях, и они немедленно ответят. Он пишет: «Я верю в моего Верховного Бога и безмерно люблю Его. Не отвергайте мои изменения. Слушайте мои сообщения и уделите мне все свое внимание. Не позволяйте гордости заполнить ваше сердце. Желаю тебе быть скромным и простым, как я. Пришло время встать и оставить прошлые ошибки позади, не теряя при этом уверенности. Перестаньте смотреть вниз, посмотрите вверх и наслаждайтесь грядущими благословениями. Потому что я, ваш Небесный Отец, избрал вас для получения моего наследия. Вы получите силы, необходимые для сосредоточения, поверите моему слову и предпримите действия, которые будут способствовать вашему росту. Используйте свою энергию, чтобы принести радость людям, которых вы любите. Есть много людей, которые были с вами во всех ваших трудностях. Есть и те, кто действительно в этом нуждается, и вы можете им помочь. Я могу использовать тебя как благословение в своем городе, чтобы они увидели в тебе пример справедливости и честности. У вас огромное сердце, и большие дела ждут вас до конца этой недели.
Спасибо, что выслушали это сообщение. Теперь на экране этого видео у вас есть флаг. Позвольте своей интуиции выбрать, какое божественное послание вы получите следующим. Спасибо, что зашли так далеко. А теперь у нас особая просьба. Поделитесь этим видео со своими друзьями, семьей и как минимум в 3 группах WhatsApp. Таким образом, Слово Господне будет легче достичь тех, кто в нем нуждается. Будьте здоровы, дорогие братья и сестры. Мы подошли к концу этого видео, но наш путь веры и любви только начался. Прежде чем мы попрощаемся, я хочу выразить глубокую благодарность каждому из вас, кто сделал этот канал возможным. Здесь сияет свет божественной истины, и через вас мы можем поделиться им с миром. Если вас тронули сообщения, которые мы передаем, я приглашаю вас стать партнером канала или сделать пожертвование, независимо от суммы. Ваш вклад очень важен, чтобы мы могли продолжать распространять послания любви, надежды и веры. Божья любовь и милость неисчерпаемы, и Он всегда готов обновить нашу жизнь и благословить нас сверх наших самых смелых мечтаний. В трудные времена Он, наш надежный наставник, укрепляет нас, чтобы мы могли смело и с верой преодолевать трудности. Новый сезон чудес уже у нашего порога, ожидая, чтобы изменить нашу жизнь и ответить на наши самые искренние молитвы. Даже перед лицом самых упорных врагов Бог обещает быть на нашей стороне, разрывая негативные циклы и приводя нас в период свободы и процветания. Он наш Создатель, Он заботится о нас от первого и до последнего вздоха, всегда готов помочь и спасти нас. Это время восстановления, когда все утраченное будет возвращено с избытком. У Бога есть сила превратить наши частные молитвы в публичные чудеса, раскрывая свою славу на всеобщее обозрение. Независимо от того, с какими трудностями мы сталкиваемся, Он с нами, поддерживая и направляя нас на каждом этапе пути. Мы должны полностью доверять Его доброте и ежедневно быть свидетелями чудес, которые Он совершает в нашей жизни. Даже когда мы спотыкаемся, Бог протягивает руку, чтобы поддержать нас, готовя нас к будущему благополучию, здоровью и крепким отношениям. Мы должны полностью довериться Богу и стать свидетелями необыкновенной трансформации, которую Он привносит в нашу жизнь. Пришло время поделиться полученными благословениями с теми, кого мы любим, и помочь нуждающимся. Пришло время оставить прошлые ошибки позади и двигаться вперед с верой и смирением. Мы должны сосредоточиться на благословениях, которые нас ждут впереди, и стремиться подать примеры любви и справедливости в наших сообществах. Бог избрал нас, чтобы получить Его наследие, и мы должны быть готовы действовать в соответствии с Его волей. Наш путь веры и любви только начинается, и важно делиться посланием Бога с окружающим миром. Мы должны быть проводниками Его благодати и милости, неся надежду и свет тем, кто больше всего в этом нуждается. Благодаря нашей постоянной поддержке мы можем гарантировать, что Слово Господа достигнет каждого уголка земли, принося с собой любовь, надежду и спасение. Поэтому давайте продолжим распространять Божье послание с энтузиазмом и преданностью, зная, что Он с нами на каждом этапе пути. Давайте же будем инструментами Его мира и любви, делясь Его истиной с миром и меняя жизнь окружающих нас людей. Аминь. Если вы думаете, что это потрясающая и вдохновляющая новость, которая сбудется в вашей жизни, тогда наслаждайтесь этим видео.
специальный человек подарит вам новый дом. Твой отец хочет отвезти тебя в красивое, безмятежное место, где ты обретешь мир и гармонию. Приготовьтесь удивиться, ведь вот он, я подарю вам ключи от этого удивительного места. Продолжайте смотреть это видео, чтобы увидеть будущие чудеса. Бог говорит вам что-то особенное. Вы скоро вступите в период обильных благословений и безусловной любви. Все встанет на свое место в нужный момент, если Бог даст. Я заявляю, что вы испытаете полное здоровье и позитивный настрой, большой успех, здоровые отношения, значимые связи с духовным миром, умственный и финансовый рост. На вас будет Божье благословение, прогресс и благодать. Вы преодолеете все эмоциональные проблемы, особенно если поймете, что все препятствия готовятся к вашему триумфальному возвращению. У тебя все получится, если ты доверяешь Богу. Напиши Иисусу «Я доверяю тебе», и если ты смотришь это видео, то это потому, что ты скоро получишь чудесный подарок. Новую возможность жить жизнью своей мечты. Я здесь, чтобы сказать вам, используйте эту возможность с распростертыми объятиями, не дайте ей ускользнуть. Доверяйте себе и боритесь за то, чего вы хотите. Я помню вдохновляющие слова Иисуса, который сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь, никто не придет к совершенству, не следуя за мной». Это мощное послание показывает нам, что существует уникальный и особенный способ достичь счастья и самореализации. Поэтому я приглашаю вас соединиться с этой внутренней истиной и открыться возможности глубокой трансформации в вашей жизни. Отправьте сообщение 1010 прямо сейчас, чтобы воспользоваться этой эксклюзивной возможностью. Помните, что вы заслуживаете жить жизнью своей мечты. Не позволяйте страху или обстоятельствам помешать вам воспользоваться этой возможностью. Верьте в себя, следуйте своему сердцу и идите по пути, который приведет вас к полноценной и счастливой жизни. Вы это сможете. Приготовьтесь к волнующим новостям. На этой неделе в вашу жизнь придет что-то удивительное. Почувствуйте, как энергия Вселенной сговаривается в вашу пользу, готовя чудесные и совершенно неожиданные сюрпризы. И самое удивительное, что сегодня вечером то, что так долго истощало вашу энергию, исчезнет навсегда, как будто огромные перемены готовы преобразить вашу реальность. Я не могу сдержать радости, представляя улыбку, которая озарит твое лицо, когда явится чудо. У Вселенной есть для вас уникальный подарок, и сейчас самое время принять его с распростертыми объятиями. Позвольте себе удивиться, позвольте себе быть очарованным волшебством, которое происходит в вашей жизни. Если вы чувствуете в своем сердце, что благословение – это именно то, чего вы так долго ждали, напишите 111 сейчас. Это ваш способ подтвердить, что вы готовы получить все хорошее, что ждет вас во Вселенной. Позвольте положительной энергии течь через ваши руки, пока вы пишете эти цифры, ведь вас ждет что-то удивительное. Доверяйте, творите и открывайтесь необычному. Путь твой освящен, и счастье стучится в твою дверь. Готовы ли вы принять эту трансформацию, возможность, которая уже на подходе? Вы заслуживаете большего, чем можете себе позволить. Бог открывает, что вас ждут лучшие дни. Не позволяйте внешним обстоятельствам угнетать вас. Продолжайте свой путь с верой. У Бога есть планы для вашего процветания. Иногда Он держится до тех пор, пока путь не станет безопасным и ясным, чтобы Он мог продолжать. Будьте благодарны за то, что это драгоценная жизнь,
которая у вас есть, предназначена именно вам, а она не останется незамеченной. Бог изменит вашу ситуацию, принеся позитивные изменения. Он изольет благословение на вас и вашу семью. Все ваши раны исцелятся, а препятствия станут возможностью начать все сначала. Пожалуйста, не игнорируйте это видео, если вы верите в Божью силу. Бог хочет, чтобы вы знали 4 вещи сегодня. Во-первых, ты должен знать, что Бог вернет тебе все, что ты потерял. Ты поднимешься, преодолеешь трудности, и на подходе счастливые дни. Благословения придут в вашу жизнь. Во-вторых, приближается работа, в которой вы так отчаянно нуждаетесь, и ответ на ваши молитвы уже в пути. Бог прямо сейчас прокладывает путь именно для вас. Ощущали ли вы когда-нибудь присутствие Бога в своей жизни? Чувство окутанности божественной любовью, превосходящее всякое человеческое понимание. Как будто каждая задача, каждое препятствие были созданы невидимыми руками, чтобы подготовить почву для важного поворотного момента в вашем путешествии. Это преобразующая сила Божьей любви, мягко проводящая вас через жизненные испытания и открывающая двери, которые казались закрытыми. Вы собираетесь стать свидетелем восстановительной силы Бога в действии, поскольку Он обещает восстановить все, что вы потеряли. Дни вашей борьбы сочтены, потому что Он готовит для вас путь, ведущий к целостности и радости. Благословения вольются в вашу жизнь неиссякаемой рекой, принося с собой обещание более счастливых и процветающих дней. Кроме того, уже в пути ответы на ваши молитвы. Этот неутомимый поиск решения, выхода подходит к концу. Бог сплетает нити судьбы, чтобы найти ответ, который вы так долго искали. Он как будто готовит идеальную почву для развития следующей главы вашей жизни, главы полной надежд, удовлетворения и цели. Чувствовали ли вы когда-нибудь, что рука Божия направляет ваши шаги, направляет вас в правильном направлении? Иногда может показаться, что мы идем вслепую, не зная, куда идем. Но Бог всегда рядом, освещая путь своим божественным светом, указывая нам правильный путь, по которому нужно идти. Доверьтесь этому надежному руководству, потому что оно никогда не сбивает вас с пути. Когда вы посмотрите это видео, будьте готовы получить необыкновенный дар от Бога. Уникальная возможность жить жизнью своей мечты вот-вот материализуется перед вашими глазами. Не упустите эту уникальную возможность, примите это с благодарностью и решимостью. Доверьтесь себе и безграничным возможностям, которые находятся в пределах вашей досягаемости. Испытывали ли вы когда-нибудь покой, который приходит от полного доверия Богу? Словно все тревоги и страхи смывает сила Его любви. Отдайтесь этому божественному миру, оставив позади страх и неуверенность. Знайте, что вы в безопасности, защищены и окружены заботой в руках Бога. И готовясь получить это божественное благословение, знайте, что Вселенная сговорилась в вашу пользу. Неожиданные сюрпризы и чудеса привлекают, ожидая подходящего момента, чтобы проявиться в вашей жизни. Будьте открыты для получения этих даров с небес, потому что вы заслуживаете всего хорошего, что может предложить Вселенная. Наконец, никогда не забывайте благодарить Бога за Его бесконечные благословения. Каждый вдох, каждое сердцебиение – это драгоценный дар, который Он дает нам. Давайте проживать каждый день с сердцами, переполненными благодарностью, признавая постоянное присутствие Божьей любви в нашей жизни. Аминь.
посреди неопределенности, которая пронизывает наше путешествие, пусть свет Твоей истины окружит нас, как небесная мантия, рассеивая тени сомнений и страхов. Вдохнови нас, Господь, чтобы мы могли полностью понять Твой замысел для нашей жизни, согласовать наши цели с Твоей суверенной волей и сосредоточить наши усилия на стремлении к победе, достигаемой только благодаря непоколебимой вере, горячим молитвам, упорному труду и личным жертвам. Аминь. Во всех обстоятельствах жизни мы стремимся к ясности в своих мыслях и целях. Это позволяет нам мудро определять наши цели, признавая, что истинная победа часто требует значительных жертв. Пусть наша вера будет настоящей, а наши молитвы настойчивыми, укрепят нас, чтобы противостоять трудностям, которые встретятся на нашем пути. Господи, благослови нас проницательностью осознать непостоянство материального комфорта, понять, что мы ничего не принесли, когда родились, и ничего не возьмем, когда уйдем. Пусть наша жизнь будет отмечена сиянием любви, сострадания и верности, ибо именно эти добродетели действительно питают наши души и приносят длительное духовное удовлетворение. Ты, повелитель времени и времен года, приводишь в гармонию все обстоятельства нашей жизни, чтобы мы испытали Твои благословения и оставили позади страдания и страх. Ты протягиваешь руки в нашем приглашении, призывая нас ближе к себе. Пусть наше стремление к Твоему присутствию проявится в наших домах и в окружающем нас мире, Господь. Мы признаем, что Ваша милость находится за пределами наших потребностей и понимания. Среди сложностей жизни Ты слышишь наши молитвы и свидетельствуешь о нашей искренности, приближая нас к Своему присутствию. Пусть наша вера станет маяком не только для нас, но и для всех, кого мы любим. В то время как некоторые отчаянно ищут Вашей любви, многие все еще погрязли в страданиях, не способные постичь степень Вашей любви и прощения. Пусть мы станем инструментами Твоей благодати, подобно фруктовым деревьям, плоды которых, когда созреют, станут благословениями, которые Ты приберег для нас. Пусть мы будем свидетелями чудес, которые Ты творишь в нас и в наших семьях, даже в самые мирные и благословенные минуты. Пусть наша вера не ослабевает, а растет, как крепкие деревья, способные противостоять переменам времен года жизни. Защити нас, Господи, от сокрушительной тяжести стресса, который может пошатнуть отношения и семейные устои. Я жажду Твоего Царства, Царства, которое превосходит человеческие и временные ограничения. В-третьих, Бог укрепляет вас среди ваших слабостей. У Него есть ответы на ваши вопросы, и Он принесет мир в ваше замешательство и исцелит вашу боль. Знайте, что Он рядом с вами и видит вас сейчас. Потому что, в-четвертых, не сдавайтесь, в вашей жизни вот-вот произойдут великие события. У Бога есть чудесный план для вас. Если вы верите в Господа Иисуса, оставьте «Аминь» в комментариях. Пусть эти слова наполнят ваше сердце надеждой и обновлением. Вы не одиноки, Бог наблюдает за вами на каждом этапе вашего пути. Доверяйте и верьте. Божий план для вашей жизни намного больше, чем вы можете себе представить. То, что готовит ваше будущее, поразит вас, невероятное место, в которое оно приведет вас, необыкновенные люди, которых вы встретите, невероятные высоты, которых вы достигнете. Идти вперед, не падая духом. Удивительные благословения и возможности уже в пути. Будьте спокойны и знайте, что я Бог.
Иисус Господь, прежде чем этот месяц закончится, вы получите хорошие новости. Новости о том, что вы получили работу своей мечты. Новости о том, что результаты вашей биопсии не выявили признаков заболевания. Новости о том, что ваше возвращение было одобрено. Бог удивит вас своей добротой и благосклонностью. Улыбнитесь, ведь сейчас к вам придет крупная сумма денег. В ближайшие 2 дня вы испытаете финансовое изобилие. Скажите «да» для подтверждения и введите 999 для подтверждения. Мой дорогой сын, тебя ждет большой сюрприз, ведь ты всегда был верен даже в самых мелочах. Вскоре вы получите обильные благословения за то, что никогда не сдавались. Все ваши пожелания и молитвы будут исполнены. Помни, сын мой, что именно я награждаю верных. Однако я хочу призвать вас быть сильными и настойчивыми, потому что все ваши усилия будут вознаграждены. Приготовьтесь получить необыкновенный подарок с небес, который, несомненно, поможет вам осуществить самые смелые мечты и желания. Когда вы будете готовы к этой трансформации, напишите «Иисус Господь» от всего сердца. Бог хочет, чтобы вы поняли все причины для благодарности в вашей жизни. Будьте благодарны, что вы не там, где мы были раньше. Он преодолел невозможные препятствия. Держите голову выше, потому что впереди хорошие дни. Не сдавайтесь, это нормально переживать моменты грусти и боли, но не корите себя. Помните, что мы победители. Сделайте глубокий вдох, все, что вы заслуживаете, находится на вашем пути к божественному плану. Будьте уверены, что все будет хорошо. Я хочу, чтобы вы знали, что я здесь, чтобы устранить все негативные влияния вокруг вас, включая друзей и даже семью. Я буду сопротивляться тем, кто причиняет вам вред, проблемы. Я возмещу ущерб, который они причинили тебе. Слезы, пролитые вами тайно, будут смыты силой Иисуса. Если ты веришь в Иисуса, напиши «Да, я хочу этого». Знаете ли вы, что вы не одиноки и что божественная любовь всегда с вами? Ближайшие дни принесут лавину благословений, чудес и невероятных свершений. Будьте готовы к необычной неделе. Мы вступаем в сезон, полный счастья, любви и гармонии. Бог говорит, что я сделаю для тебя что-то необычное. Приготовьтесь получить свое благословение, приготовьтесь стать свидетелем чуда. Введите 555, когда будете готовы попробовать. Будьте смелы и мужественны, не позволяйте страху или тревоге одолеть вас, ибо Господь, Бог ваш, на вашей стороне. Он никогда не оставит тебя, никогда не оставит тебя беспомощным. Вскоре вы будете благословлены жизнью, наполненной радостью, смехом и необыкновенным изобилием. Бог хочет, чтобы вы были уверены, что Он уже действует в ваших интересах. Это изменит все негативные ситуации в вашей жизни. Он благословит вас и вашу семью и принесет исцеление во все области страданий. Выразите свою благодарность Господу за то, что Он добр и Его любовь к вам вечна. Напишите «Спасибо, Господь», чтобы выразить мою благодарность. Сегодня я хочу, чтобы вы знали, что пришло время принять свое сердце. Бог собирается преобразовать все трудности. Его беспокоит ситуация в его жизни и его трудности. Итак, оставьте стресс и полностью доверьтесь Богу. Приготовьтесь к благословениям,
которые Он приготовил для вас и вашей семьи, приближается нечто поистине чудесное. Позвольте себе ожидать большего и лучшего. Вскоре вы отпразднуете настоящие чудеса в своем здоровье, любви, жизни и финансах. Все работает в вашу пользу. Теперь провозгласите свою победу всеми своими силами, своей верой, благословляя чудеса исцеления и благосклонности уже на пути к вашей жизни и вашему дому. Давайте помолимся вместе. Дорогой Небесный Отец, сегодня я хочу выразить свою благодарность за еще одно пробуждение к другому дню жизни. В сердце Вселенной существует трансцендентное существо, чья любовь и сила несравненны. Он – Создатель космоса, Хранитель всего сущего и Хранитель наших душ. Среди неопределенностей и слабостей жизни Он, наша непоколебимая скала, предлагает ответы на наши самые глубокие вопросы, приносит мир в наше замешательство и исцеляет нашу боль. Мы не одиноки в этом путешествии, потому что Он с нами на каждом этапе пути, смотрит на нас любящими глазами и заботится о нас с вечной любовью. План этого божественного существа для каждого из нас превосходит любое человеческое воображение. Его замыслы полны чудес и неожиданностей. Они призваны перенести нас в место, о которых мы даже не мечтали, встретить людей, которые изменят нашу жизнь, и достичь высот, которые казались недостижимыми. Когда мы движемся вперед в будущее, Он уверяет нас, что впереди нас ждут великие дела, которые ждут своего часа. Его планы направлены на процветание, а не на катастрофу, надежды и будущего. Он Бог, который удивляет своей добротой и благосклонностью, принося вести о радости и победе, когда мы меньше всего этого ожидаем. Ваша щедрость проявляется неожиданным образом, наполняя нашу жизнь финансовым изобилием, исполняя мечты и преодолевая, казалось бы, непреодолимые проблемы. Посреди жизненных невзгод Он, наша сила и сила, вытирает слезы, которые мы проливаем в тайне, и укрепляет нас, чтобы противостоять всем невзгодам. Призовите нас быть смелыми и настойчивыми, обещая вознаградить нашу верность и никогда не сдаваться, даже в самые мрачные моменты. Твоя любовь подобна потоку, который никогда не пересыхает, всегда текущий к нам с несравненной интенсивностью. Он предлагает нам полностью довериться Ему, отбросить страх и беспокойство и подготовить нас к получению необыкновенных благословений, которые Он приготовил для нас и наших близких. Он присутствует в разные времена жизни, направляя нас своей любящей рукой и превращая каждую негативную ситуацию в возможности для роста и благословения. Его присутствие является источником утешения и уверенности, уверяя нас, что с чем бы мы ни столкнулись, Он всегда с нами, работая для нас. Поэтому сегодня, когда мы выражаем благодарность за еще один день жизни, давайте также выразим благодарность Ему, Создателю нашей жизни и Хранителю наших душ. Давайте доверять Ему всем сердцем, зная, что Он всегда действует в наших интересах и готовит путь к будущему, полному надежды, радости и удовлетворения. Давайте откроем свои сердца, чтобы получить благословения, которые Он приготовил для нас, зная, что в Его руках мы действительно благословлены. Аминь. Это драгоценный подарок, который вы нам подарили. Я ценю чудеса природы, успокаивающие звуки и мелодии птиц, ветер, который нежно касается меня. А прекрасный Отец всегда полный милости и благодати. Я славлю Тебя, Отец, за привилегию жить в Твоем Царстве.
Я также ценю подарки от семьи и друзей. Твое присутствие в моем сердце – это сокровище, которым я постоянно дорожу. Я прошу вас обильно благословить их, потому что они заслуживают всех благословений, которые вы нам дали. Если я сегодня совершу ошибку, я смиренно попрошу у вас прощения. Спасибо за то, что вы всегда были рядом, были моим голосом разума, когда мне приходилось принимать решения. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Я пользуюсь этим моментом, чтобы заявить, что Иисус – Господь, и я поклоняюсь нашему Небесному Отцу и доверяю Ему. Сегодня Бог сообщает, что на каждую эмоциональную трудность, финансовую неудачу и болезненную потерю у Него есть благословение для вас. Есть чудеса, которые Бог готов освободить вам. В Его честь назван урожай. Он держал вас в ожидании, чтобы испытать ваше сердце, желая, чтобы ваша страсть была к Нему. Он воспитал в вас характер, необходимый для того, чтобы вынести бремя благословений. Любой, кто читает это, знает, что следующий сезон будет лучшим. Вы поднимаетесь с этой точки. Бог предопределил его увеличение. Если верите, напишите «Бог благ». Проявите свою благодарность, если вы любите Бога. Иисус, молись и верь. В вашей жизни вот-вот произойдет что-то большое, и я требую и получаю это верой во имя Иисуса. Аминь. В 2024 году храни меня Бог. Бог исцелит меня. Бог защитит меня. Бог будет вести меня во имя Иисуса. Аминь. Ждите того, кто будет вас уважать не только на ранних этапах отношений, когда все светло и красиво, но и в трудные времена. Ожидайте кого-то, кто будет уважать ваши границы и не будет заставлять вас делать то, к чему вы не готовы. Ждите того щедрого, кто не считает свои добрые дела. Ждите кого-то, кто бросит вам интеллектуальный вызов, кто вдохновит вас стать лучше. Ожидайте, что кто-то найдет время, чтобы узнать вас и понять ваши потребности. Подождите кого-то, чьи усилия проявить любовь будут последовательными. Жду того, кто захочет поделиться своей жизнью и стать частью вас. Речь идет не о материальных благах, а о обретении счастья, здоровья и настоящей любви. Если кто-то не признает вашей ценности, пожелайте ему мира и двигайтесь дальше, вы заслуживаете лучшего. Есть ли в вашей жизни кто-то, кто был рядом с вами в трудную минуту? Сейчас самое время показать им, как сильно вы их цените. Введите 1111, чтобы подать заявку. Быть причиной чьей-то улыбки, прочные отношения строятся на дружбе, честности и здоровом общении. 5 важных напоминаний. Не быть хорошим – это нормально, не обязательно быть идеальным. Маленькие шаги – это тоже прогресс. Тебя любят и ценят окружающие тебя люди, ты великий такой, какой ты есть. Бог услышал ваши молитвы, просто будьте терпеливы. Каждое утро – это возможность начать новую страницу в истории вашей жизни. Сделайте сегодняшнюю голову чем-то красивым и начните этим жить. Подпишитесь на наш канал, чтобы помочь нам достичь 200 тысяч подписчиков. Выразите свою благодарность за поддержку. Напишите «Аминь» для подтверждения.